В моей жизни самый значительный конкурс — это был телепроект «Минута славы» на Первом канале, в который я принимал участие, исполняя песню из репертуара Джо Дассена. И давай восстановим эту песню, вспомним ее и исполним для наших зрителей. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, il ce fut toi. Je te dis n'importe quoi, et suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Здравствуйте, дорогие телезрители! Исянмасыз кадрлы дуслар. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит молодой, но уже очень популярный татарский певец Рамиль Аймеддинов. Рамиль, салям! Салям алейкум, Руслан. Алейкум ассалам. Я знаю, что у вас по традиции приходят «Куштай наш бренд», и я вот решил вам подарить вот такую красивую лампу Аладдина, она называется, но она функционирующая. Да, То есть настоящая, если залить керосин, она работает? Да, и очень красивый татарский орнамент. Рамиль, честно, очень оригинальный подарок, Бейзур Ахмед. Рамиль Аймеддинов, певец. Окончил вокальное отделение Ульяновского музыкального училища по специальности народное пение. Сейчас обучается в Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова по специальности актер музыкального театра на отделении вокального искусства. Рамиль – участник программы «Минута славы» на Первом канале, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов, таких как Всероссийские дельфийские игры, Татар Мыңы и многих других. Кроме того, Рамиль сам пишет песни, а также в копилке молодого исполнителя уже 3 видеоклипа. Рамиль, расскажи нам, пожалуйста, какой рецепт ты сегодня нам представишь? Сегодня я буду готовить очень популярное на татарской кухне блюдо, называется куллама. Кстати, обрати внимание, я подготовился, прочитал твой рецепт, отварил уже говядину, халяль. Я заметил, да, Руслан, что ты уже... Далее, заметь, я процедил бульон. О, ну вообще отлично. Все у нас готово. Ну что ж, нам остается сделать только, не менее основные вещи. Мы будем сейчас резать овощи, готовить тесто для нашего блюда. Так, давай, чем я могу помочь тебе? Мне задание такое. Ну что ж, вот нам вообще по рецепту еще остается час для приготовления нашего бульона, потому что мы сейчас туда опускаем цельный лук. Так, то есть и вновь я ставлю бульон на огонь. Да, нужно добавить 2 лавровых листа, нужно немножко посолить и добавить перец. Так, давай, все это я сделаю, что ты будешь делать? Ну, а я пока займусь приготовлением теста. Очень простой рецепт, я думаю, ты мне поможешь, мне нужен измерительный стакан. Есть у нас вот такой стаканчик, здесь до 600 миллиграмм. Да. Сколько нам по рецепту? Ориентировочно мы готовим на одну большую порцию нашей кулламы, нам понадобится 300 миллиграмм теста, муки. Рамиль, мы очень много уже говорим, знаешь, о кулинарии, да. Давай поговорим о тебе. Ты уже сказал, что ты родился в Ульяновске. Да. То есть представитель ульяновских татар, кстати, их там очень много. Мне кажется, как и любой человек, который приехал из другого города, ценит свою родину, также и я люблю свою родину, город Ульяновск, замечательный, такой небольшой, уютный городок, родина Ленина. Я им очень горжусь, очень люблю людей, которые там проживают. Но, как и каждый татарин, хоть из Башкирии, из Ульяновска, переехал жить в Казань. Да, но Казань открывает большие перспективы для молодежи, как и для учебы, так и... Яйцо тоже добавим? Ага. Нет, нам понадобится одно яйцо. Пока? Да, давай пока одно яйцо. Так, соль. Уберем. Немножко подсолить и добавим туда 100 миллиграмм воды. Рамиль, кстати, у нас бульончик закипел. Что-то мы будем добавлять туда еще? Да, что делает наше блюдо истинно татарским, нам нужно добавить туда картофель. Рамиль, расскажи нам, пожалуйста, когда ты еще был совсем маленьким, вот эти твои вокальные данные уже проявлялись или это было позже? Когда я еще был маленький, ходил в детский сад, и там я участвовал во всех утренниках, вот, спектаклях. Так и скажешь, ты был звездой садика. Да, между прочим, самые основные роли принадлежали мне. Я играл принца в «Золушке», играл короля эльфов в «Дюймовочке», и мне это очень нравилось. Но ты привел, прежде всего, как актер, а вокальные данные тогда уже они вырывались наружу? Сейчас я скажу, Руслан, пожалуйста, чуть-чуть еще добавь. Еще муки, да? Да, чуть-чуть. Ну так вот, и потом уже пошли школьные годы, где, само собой, все праздники, концерты, я активно принимал участие в них. Окончив школу, я уже как-то определился, что все-таки музыка
очень близка И мне с ней по ты душе. хочешь идти по жизни. С ней я хочу идти по жизни. Я поступил в Ульяновское музыкальное училище. И там уже по специальности на факультете вокальное искусство, на специальность народное пение я обучался 4 года. И 4 года Рамиль пел красивые песни, одну из которых мы сейчас услышим, я надеюсь. Ну Что да. можешь исполнить для наших зрителей? Қарлығандай қарай күзлерің, бірлігенде yüzlerin, şekerlerden temli ay, baldan tatlı, süyemediğen süzlerin. Şekerlerden temli ay, baldan tatlı, süyemediğen süzlerin. Alama bahçesinden yol terezellerge dur, ellesine bir elden bebetten dünyanın nuru. Kaşın kara boyun zife, küzüm ne kara senin, kara küzüm ne karasım, yüreğim yana minem. Молодец, Рамиль, молодец, Спасибо, спасибо. И все эти ведь коврлы кулар, блядь, и готовит, и поет, молодец. О, да. Кстати, нам сейчас понадобится доска, наверное. Да, мне нужна сейчас доска побольше немножко, чтобы заместить наше тесто. И ты сам уже- будешь раскатывать его? Да, я его сам раскатаю. Руслан, сейчас я буду пока месить тесто, а я попрошу тебя. Кстати, вот, пожалуйста, жезл кулинарный. Спасибо. Дирижерская палочка. Да. Кто как называет, заметьте. Да. А ты пока отдели часть мяса для нашего второго блюда, которое мы будем готовить. Так, хорошо. Вот. И нужно будет порезать мясо для нашей кулламы. Небольшими тоже кусочками. Ну, Чтобы удобно было брать рукой. Чтобы, да, удобно было брать Отлично. рукой. Кстати, Рамиль, мы сегодня не затронули кулинарный вопрос. Готовишь ли ты вообще? У нас все-таки кулинарная программа, признайся. Ну, вообще, в нашей семье всегда было очень много гостей. Вот, когда я жил с родителями, у бабушки, у мамы, всегда было много гостей, всегда накрывали большие столы, и, естественно, нужны первые помощники. Нас вообще детей 3 в семье. У меня есть старший брат, младшая сестра, но когда я был еще маленький, младшей сестры еще не было. Я был первый помощник на кухне у мамы, брат как-то в меньшей степени, он как-то больше в спортивной, что ли, сфере, а я как Занимался поеданием, это называется. поеданием, да. А я как творческий человек, ну не знаю, мне было это интересно все, но все равно это в какой-то степени тоже искусство, знаешь, вот смешивать ингредиенты, это так все это интересно было. Я мало того, что помогал маме, бабушке на кухне, мы, естественно, готовили национальные блюда, ясын или курбан байрам, это был, поэтому уже с малых лет я приучался к этому. Ну, а когда я уже... Но когда ты вот сам переехал в Казань, ты что начал готовить здесь? Когда я переехал сам в Казань, вообще я начал готовить все. Причем я вообще, в принципе, все могу приготовить, если у меня будет под рукой рецепт. Нашу программу смотрит 1000 незамужних девушек, понимаешь? И они оценят, что ты не только вот талантлив, да, но еще и талантлив на кухне. Это вдвойне приятно. мне На кажется. шею бы не сели только. Ну что ж, Руслан, вот я и замесил тесто, сейчас мне нужно будет его раскатать. Это, кстати, самое сложное, правильно, раскатать тесто. Да, честно говоря, я волнуюсь, потому что не так часто я вообще работаю с тестом. Еще и в одиночку, без мамы. Еще в одиночку, без мамы. помощи. Я думаю, мама морально со мной будет сейчас в этот момент. Кстати, вот мама-то поддержала тебя, когда ты сказал, я поеду учиться в Казань. Ой, мама меня вообще всегда во всем поддерживала. Мама, бабушка. Так получилось, что я вот, когда был ребенком, рос без отца. И мама, естественно, был для меня и мой друг, и брат, и сестра. Все самые качества человека для его воспитания, все было, естественно, в маме. И она, естественно, меня поддерживала во всем. То есть, чем бы я ни занимался. Рамиль, ну, родители тебя благословили. Приехал ты в Казань, как и сотни абитуриентов ежегодно приезжают, чтобы погореть столицу Татарстана. Куда ты поступил и как проходил процесс? Сложно ли было? Я, когда приехал в Казань, да и даже и уже еще живя в Ульяновске, я планировал поступать в Казанскую консерваторию, поступил, Аллах шукр. Сначала я поступил на факультет хорового дирижирования,
потому что это такой факультет, он универсальный. То есть там и петь можно, там И дирижировать. и различные теоретические уроки проходят, что мне было, конечно, интересно. Вот. Но год обучения в консерватории я ушел в армию. Ты еще и в армию успел сходить? Да, слава богу, что я. В каких войсках служил? Сухопутные войска, рота сопровождения, воинские. В звании каком пришел? Младший сержант. Младший сержант Рамиль Амидинов, пока ты сегодня с нами готовишь. Твой талант, он пригодился там, выступал? Да там все пригождается. Там все таланты, что ты только не умеешь, если ты. Помнишь какую-нибудь военную песню, можешь нам исполнить? Ведь 360 дней петь одну и ту же песню, мне кажется, она останется в памяти. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, ведь для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Тра-та-та. Браво, Рамиль! Тем временем мы раскатали тесто, получилось у нас 2 круга. Да, мы раскатали тесто, сейчас нам нужно его порезать. Ну, классическое, конечно, это Классическое. прямоугольники, квадратики. Прямоугольники, ромбики, квадратики, как хотите. Руслан, ты мне можешь, если хочешь, Нет, в этом помочь. Ну, Я буду следить за тобой. хорошо. Ну и продолжаем мы разговор о твоем творчестве. Старший лейтенант. Ого. Заметил, как я тебя поднял, да, сержант? Вернулся ты после армии, вновь поступил, да, получается, учиться? Да, в армейские годы я очень много что для себя пересмотрел в своей жизни. И так получилось, что когда я поступал в консерваторию на дирижерский факультет, у нас не было такого факультета, который существует сейчас. Это замечательный факультет, актерское отделение, руководитель которого является замечательная Альфия Ибрагимовна Запарова. Вот, и я, окончив службу, поступил в консерваторию на первый курс заново на факультет актерского отделения, о чем я вообще не жалею, с удовольствием Ну, ты принимаю. до сих пор там да. учишься? Да, второй курс. Ну что ж, мы уже вот разрезали наше тесто на вот такие вот кусочки. Сейчас мы должны его немножко подсушить. Поэтому мы сделаем это, берем салфеточку, мы накрываем. И после небольшой паузы, дорогие телезрители, вы узнаете, как на самом деле готовит Рамиль. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Готовит у нас сегодня молодой, но очень веселый и талантливый певец Рамиль Амидинов. Салям, Рамиль, еще раз. Салям, Руслан. И рецепт у него сегодня необычный, как кулама Да. или бишбарма. Как вы обратили внимание, мы уже подсушили наше тесто. Осталось его только запустить в кипящий бульон. Да, еще нам для нашего блюда понадобится 2 вот таких вот луковицы. Нужно порезать на 2 части и Полукольцами? полукольцами, да. И нужно ее немножко пассеровать на сковородке. Рамиль, продолжаем знакомить зрителей с твоей творческой жизнью. Как проходит учеба? Наша консерватория, я уверен, что она известна во всем мире. Самые лучшие педагоги, самые любимые педагоги, которых я очень люблю, ценю и уважаю. Но совмещаю и эстраду, и оперу, и это на самом деле очень ответственно. Я не считаю себя прям вот чисто заядлым оперным певцом, который вот в такой узкой эстезе поет только оперу. Я считаю себя универсальным певцом и эстрады, и оперы, поэтому опера вот конкретно на сцене дается мне не так легко, честно говоря. Вот, сейчас мы 5-7 минут буквально нужно продержать наше тесто в бульоне, потом выкладываем и закладываем уже Следующую вторую партию, да? Сейчас самое время, Рамиль, я думаю, что ты вспомнил сейчас вот для наших зрителей? Қайттым әлі туған ауылыма, еске алып мәктәп йылларын, саф хисләргә тулы бала чакның шаянлыгы үткән юлларны. Қайттым әлі, сағынып қайттым әлі, күтә мине анда классташларым, һәм шулай ук
Sağınıp mine küteler, birge oynap üsken dostlarım. Міне шулай. Браво! Рахмет. Рахмет. Дорогие телезрители, у нас финальный момент приготовления блюда куллама. Вот оно у нас тесто, мясо, лук, который мы пожарили до золотистой корочки, бульончик, он у нас уже в тарелочках. Прошу, на красивую тарелочку выкладываем первым слоем. Первый слой у нас идет тесто. Так. Затем А второй слой у нас идет обжаренный лук. лучок. Потому что вот именно обжаренный лук, он придает особый вкус тесту. То есть он должен быть перемешан с тестом лучше. Так, давай я добавлю сейчас его. То есть разбрасываем его, Да, разбрасываем, чтобы он пропитался вот именно вот в таком соке обжаренного нашего лука. Слушай, ну красиво. Уже красиво. Уже красиво, хорошее сочетание вот этого золотого лука. А когда мы добавим туда еще мясо? Вообще там было. Так, сейчас у нас картошка. Да, добавляем картофель. Вот так вот. Кстати, говорят, что куламу правильно кушать руками. Ну да, в принципе, как я и говорил, вот кулама, бишбармак. И следующий слой у нас Следующий слой у нас идет мясо. Мясо. Мясо может быть либо баранина, либо говядина. Ну, у нас сегодня говядина, и, кстати, заметил, такая жирненькая, хорошенькая. Да, ну, как и подразумевается, это блюдо не диетическое, но очень вкусное. Рамиль, я предлагаю не ждать окончания программы, попробовать куламу прямо сейчас, пока она горячая. Да, но сначала мы его немножко украсим зеленью. У нас здесь есть базилик, я хочу, чтобы ты мне помог. Просто отрываешь листики и вот так вот их разбрасываешь. Для красоты и для аромата. Для красоты, аромата и кинза. Вот и я считаю, что кинза и мясо это вообще идеально. Как пробуем? Покажи мне вот. Ну, как пробуем? Вот так вот берем Кусочек. кусок теста. Туда кусок мяса. Бульон у нас Бисмилля. есть. Бисмилля рахман. Чудесно. Очень вкусно. И все это можно запить бульончиком. Красота. Отлично. Куллама. Из говядины сварили бульон, мясо достали и нарезали на небольшие кусочки. Картофель отварили в бульоне. Репчатый лук нарезали полукольцами и обжарили на растительном масле. Из яйца, воды и муки замесили крутое тесто, раскатали тонким слоем, нарезали на ромбики и отварили в бульоне. Все подготовленные ингредиенты выложили на блюдо слоями. Сначала тесто, затем лук, картофель и мясо. Сверху блюдо посыпали базиликом и кинзой. Ну а самое главное, дорогие телезрители, это еще не все. Да, мы еще не наелись, нам нужно еще одно блюдо приготовить. И название этого блюда Салат по-татарски, или как его говорят в простонародье, козел в огороде. начинаем. Для нашего салата понадобятся следующие ингредиенты, которые мы уже предварительно нарезали соломкой. Это морковь, лук, огурец, картофель, говядина отварная, сырая свекла, капуста и майонез для заправки. И немного И зелени. для украшения зелени, да. Так, ну смотри, со всеми ингредиентами все понятно. Ты сейчас, пожалуйста, вот можешь выкладывать их сюда. Да, а картофель, вот если свеклу можно есть, да, сырую, то картофель. Картофель мы обжариваем в масле, как фри картофель у нас А, получается. Да, отлично, это сейчас очень я такую Тогда давай. особенность салата. Мне нужно приправить вот эти два ингредиента, морковь и свеклу, оливковым маслом, немножко, чтобы они мягче стали. Так, отлично. А пока я обжариваю картофель, Рамиль нам расскажет, в каких конкурсах он принимал участие. Тем более, что я сам знаю несколько телепроектов очень известных, в которых зрители могли видеть тебя. В моей жизни самый значительный конкурс — это был телепроект «Минута славы» на Первом канале, в который я принимал участие, исполняя песню из репертуара Джо Дассена. Режиссер посчитал этот номер оригинальным, потому что я исполнял песню на французском языке в возрасте 15 лет. И, ну, сам по себе проект «Минута славы» не подразумевает собой, что участник должен выходить, там, я не знаю, на руках, на ушах стоять, да. Нужно просто выйти от души, как говорится, спеть, потому что там очень много вокалистов было. И вот один из них был я. И этот вокалист сегодня находится на нашей кухне, мы этому очень рады. И давай восстановим эту песню, вспомним ее и исполним для наших зрителей. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi.
je te dis n'importe quoi, et suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Браво, браво. Молодец, Спасибо, Роман. спасибо. Сейчас очень ответственный момент. Кстати, ты можешь уже начинать выкладывать. Наше масло разогрелось, и мы аккуратненько помещаем туда картофель. Да, помещаем картофель, а я тем временем уже приправил свеклу и морковь. И мы можем потихонечку уже оформлять наш салат. Про конкурсы, которые проходили у нас в республике, вот Татарман, расскажи, пожалуйста. Там тоже участвовал? Да, тоже Татармана. Все, конечно, не с первого раза было. Я с каждым годом развиваюсь, всему учусь. Первый раз я занимал места дипломанта, а потом уже третье мое участие принесло мне звание лауреата. То есть, если очень хочется, Да. то всегда можно добиться поставленной цели. Да. Надо только работать. Надо только работать. Главное работать над собой, никогда не опускать руки, никогда не сомневаться ни в чем, если первый раз где-то что-то не получилось. Так, кстати, давай я тебе помогу, если ты мне позволишь. Да. Рамиль, какие планы на этот 17-й год? Снять клип, выпустить сольный альбом? Ну, во-первых, 2017 год, год петуха, это мой год, я 93-го года. И он очень плодотворный уже начался, потому что очень много проектов, над которыми я в данный момент работаю, очень много песен. В сентябре у меня намечается сольный концерт в моем городе Ульяновске. Кстати, Рамиль, а вот с народными артистами, с известными, опытными артистами татарской эстрады, с кем в дуэтах работал? Есть такой опыт? Есть. Такой опыт есть. В декабре прошлого года у нас был исполнен проект под названием «Киль Ян Айел», где был написан квартет из 4 артистов. Мы исполняли песню на татарском языке под новогоднюю тематику. Я, Раниль Нуриев, Эльвина и Ландыш Нигмудянова. Причем мы записали песню «Киль Ян Айел» и сняли под нее очень-очень классный клип. Рамиль, наша картошечка уже готова. Выключаем. Сейчас шумовочка, я думаю, да? Да. Удобно. Вот как раз золотистая корочка. Так, Отлично. картошечку не в серединку? Нет, картошку не в серединку. Вот я как раз оставил место. Так, аккуратно, не В обождись. серединку у нас кладется... В данном случае мы кладем майонез, но сюда можно положить, допустим, сметану. Любые соусы совершенно. Можно майонез и сметаной смешать. И посерединке вот так вот Немного зелени. украшаем немного зеленью. Салат под названием «Коза в огороде» или на татарском Бахшада кеше. готов. Милости просимся к столу. Будем пробовать прямо сейчас. Салат «Козел в огороде». Все ингредиенты для салата нарезали соломкой. Картофель обжарили в большом количестве растительного масла до золотистого цвета. Свеклу и морковь немного помариновали в оливковом масле. По краю плоской тарелки небольшими горками по очереди выложили капусту, огурец, свеклу, морковь, красный лук, мясо и жареный картофель. В центр тарелки положили майонез и рубленую зелень. Перемешивать салат следует непосредственно перед употреблением. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также все вместе подписываемся на наш канал на YouTube, на который Рамиль, я уверен, тоже подпишется. Или уже подписался? Я уже подписался. Молодец и правильно сделал. Ну а сейчас прошу, попробовали мы наше первое блюдо кулама. Оно получилось очень вкусным. Надеюсь, и салат с оригинальным названием «Коза в огороде» нас удивит, вернее меня. Итак, внимание. А я скажу на татарском: биг тамля. И учитывая количество овощей, еще и файдалы. Файдалы. Большое спасибо. Рахмет, Руслан. Молодец. Спасибо. Спасибо, друзья. Рамиль, на этом наше кулинарное приключение подходит к концу. Тебе большое спасибо. Все было действительно очень красиво и вкусно. Молодец. Спасибо вам. Еще спою я вам песню напоследок. Татарская народная песня «Тал бересе». Тал бересе, тал бересе, тал бересе, талларда. Тал бересе, тал бересе, тал бересе, талларда. Сандуқ ашым әйтіп сайра, сүйгені ярым қайларда. Сандуқ ашым әйтіп сайра, сүйгені ярым қайларда. Вот такие вот артисты готовят на нашей кухне. Большое спасибо, Рамиль. До новых встреч. Это была программа «Секреты татарской кухни». Увидимся каждый день на канале ТНВ.
nem fajta.